Allahu Ekber. 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 Dядя Степа Лазер был ответил, дядя Степа. Ху как дождя шутишь? Хулу шутишь? Kstати, Салев, Степан Большой на острову, и Сагучу чего собеседник, он рекомендую познакомиться, я думаю, вам обоим скучно не будет. Да, это много о нем говорите, Бож. Игорь Оларцунах, то есть Олег Игорь Шивашуэльно ночи, Абдурахман и Абдурахим Ерцушин, живешь, Штилин. Ну, они взрослые были, старше меня намного, когда я вообще ребенком был. И один из них, два брата у них было, этих два брата, один отсидел в тюрьме 15 лет, и как раз перед Первой войной он вышел, а я тогда подростком был. И он сразу там, сосед там, их мать рядом с нами живет, а бабушка тоже. И он сразу там со мной познакомился первый. А его местные, его ровесники, все помнили все эти 15 лет, про него интересные вещи рассказывали, но он тогда еще молодой был, когда откинулся еще в 94-м. И один раз, когда, во время, уже когда война началась, конец 94-го, перед штурмом, до штурма еще Грозного, вечером сидим мы, там, блокпост, там штаб у нас на Куяне, туда-сюда, как везде, в каждом районе. И что-то там разговариваем, короче. И ему хочется много говорить, самоудовольствие. И я тоже как-то в тему включился в тему, и я ему не давал говорить. И я вижу, ты тоже любишь поболтать, борцу. И Степан, короче, лауреат Швюч, постоянно вы о нем говорите, кто он, где он, почему я его нигде не вижу. Шен Волк, ты еще больше, познакомить, вы больше. Чего ты ехаешь, ты на це? Интересный, короче, товарищ умно. Ах, мой только. Интервью обязательно. Вообще, Лауреат, сейчас я докончу одну секунду про этого парня, которого как раз перед войной откинулся. И вот когда на вокзал штурм у нас был, ЖД вокзал, вот там его, тот же,
полгода он на воле не провел, убили, короче, цик штурмов, стига вира, и как-то 15 лет отсидел, после малолетки он там 15 лет отсидел, вышел, и во время штурма вокзала его убили, двое жена в Ластве, так я что это интересный контор. Ažildu nošu komi. Musodna assalamualaikum, привет. Halde mundo masere. Mogš mer frushe. Salah. Ja, mosaget lite, ja, get lite mer. Allah wa khana khul, Allah wa dion. Iman, ikhwan, ikhwas, ikhwan. Shayol dion. Nasarogi ma sasan jadal iman, islam, shayik jawol shu. Masere dion. Jadal diz. Tawhid dol diz. توحد شعب ديز جهاد الإسلام دولة الإسلام وإسلام بوش دنيا دعليل دي شتوي إيمان إسلام إخلاص إخوان بتكشات دنيا سلام Opet Karlo Rošvac. Obudniče se Rošvac. Ich только не беса становится, ну, это надо. Вот, знаменитый дион, неповторимый дион, Асхаб. Нас только небеса остановят. Aldik dik wel. Ah, šadik dik tu. Mokši mešu dovolši šadiš. Turbo, šadik dik tu hoča. Holēroj, mokšu dik tu. Талбухастом. Я на тот канал часто заходил, и там канал недоступен, что-то показывало. Оказывается, у тебя новый другой канал. Дик душа дега хатам хотер не было. Но главное, мог шмер шуолар, что тут атуамбой. Человек занят своими делами. Каждый жизнью Дональду, что цирвай, Дональд 20 ладно. Трамп, да, запорол. Да, что-то Дональд Трамп, бану хашем муэхинс, арбой кучма шях, церкеля, встреча, швой Василь Шхуйловат, свой халиф православный мусликов. Церкеля, цыгас, анавия, туш арбой кучкеля, битник, цахазел, пайл дюдел, Аллах, вайла дой, тисани, цахушиш, цыга оушкет, штик пайла дитса дуэдел. И как секунду. Скажем, сейчас долго, второй, видишь, вот эти денежка нужна нам, денежка. Шли вот слушай, гладь свою, вот главное, чтобы бабки были, бабцы. Sürekli jük finansierot bash bu izi bar da kalorikdagi сочетом yok Швеции, но ди хокка что всего европейский почавший. Санны то, что мяц от нашего брата евреев дион. Топите, короче, что пите, работаете, брате, или за сообщение, часто вам говорит, полностью финансирование, да, это, да, а ты говоришь, что Аллах Бог, да, ошибся. Так, Делер, вот Делер, и Ашхиду, и с этой сам думаю, да, куда ты скажешь, кенте, я, из, мой, that's way, ника цена дошла, дой, when, Ашса решил, что дальше, он я что, وديك تسالي 90 ضغط مش دايما سجل واحدة عن شكنا اتسمعت تاتو الله وجاكلو تصدق ليش يسبوخ تصدق اخش تيجا Askınak dur ya şöyle so davuş haloç ise düzlük de çardo adu kokun koç do sa yetsun aro Lam liqa bu elçilomach Ellerg elle doodse delen. Voort orga bu elch, voordag. Ellerg elle doodse delen. Loma lekker, hoordelijk orga. Nochtje balen bonnen delen. Zo mot zet de wisna hinte. Ellerg elle doodse delen. Wij dignesha, wij kishnesha. Tsabuch dogo dolce dala. Tsabuch bakur bukahara, noche koma bezbala. İşte öyle yine asla. Kaç diçe, dvaşa, asla. Kaç diçe,
Дега, саа, дели вилха, десна саа. Хюга диха хатха волуш, дюхуш ватса, весиндела. Хюна халха быка волуш, дюхуш ватса, весиндела. Байлах бисна черен царах, дюху хюга весиндела. Жюрах бисна черен царах, дюху хюга весиндела. Урхаддачи царах хюга, дюхуш лусо весиндела. Хухаддачи царах хюга, дюхуш лусо весиндела. Тхамасира кулхадаха, хухадаха, весиндела. Тхакунахи, хуцахида, биркатуа, весиндела. يلا حبيبي ايوريس خلينهم سبعين الخيط يلقى يهم شليتوش دوت دي لقصة ما تسن ضوء بإذن يضوء إسا دي لقصة Zo'n coach de gekerm ze din zo'n schenker da la etish. خزدو بوديجات نوبشي متى ضعف نسكول شادك خزدو كوي نوبشي كون بوديجات إيش دنيا ديال ليوش إنش بام بيتاني دوك لي لسو هر سو كوزا تشاوش زي ما نشاء هر بولبات تشاوش بابي دوت هوتسن سيس جرجلوتسن تاتسبيلتا شنان بيلتا تجيم أوس شالتا حقن خيشن سي شغل شاطئ جرجلوت شاطئ دا الله تسيرس تيشل دو أهل كروشن زومي خيروات تيش بيحكي خيروات تيش مخيرو ذيك كان شيدو التعشيوة شوف توشي إن شاء الله الرحمن إنت شو إحا شي بول ديك بول بيدا شي عن بيتر بون سي بول ديك بول بيدا $100 بون الاسمت بول ديك أشت فينانسيروني يلا ترامبو أخش مصر مثلا قادة سألوخ بول ديك جيم تيش ديلا وقت ديلا تون ديكم ديك دو بول ديك راسخش ديك أخش مصر تون سالي إشتشن دوكال وشل خلري تيرا تاجين فام كام يورسون متسا ويسكسون Бамбиц, Боги, Бамба. Бам ха сейдола ел иқуайт зуда та босюк цо сангуштол тажим сюемна озрасмыш цо изучу тушмудира ах семелил наложится та босюк ах кида эст кербош бол и зудри бат иши ли лосюк та шадик шот зук иншааллах дик дук шадик сачун гуас Попроситься вино, а чем дни? еще ваш вот тиц дыбер еще ваш вот хочешь И все такого брата. Нахас, чу эхо, чу асцейник 55 лет, да, чу гайотер. Питер, شيء свободен. Швейник, хайник, и саба, вай, критерий. имадуа, критерий, мы выясняли, критерий был. Свободен, амел, киедет садеш. Пейт боч, садеш, айдадел до хэфер. Хэфер деш, что 6 лет у вас дитё. Мне без разницы, шу садеш, дух из масала. Вот к вам придет 50-летний, пускай не старик, но, короче, сейчас я не считаю стариком, Джимолша, нас он 40 шукает, что будет старик. 50 шукает, что ли твой, среднего возраста парень. Ваша 6-летняя девочка, вот пришел к вам и хочет с ней как бы засвататься. Тебе это нормально? Полозревый. Ну, а он ходил. Не, я тебе вопрос задаю. Я тебе вопрос задаю. Михаил, уточняющий вопрос, ну, Ибраим, да. Речь идет о том, чтобы ты понимал. 6 лет, да, 6 лет. 3 года, Бельца, Свободняк, назови 3 года, год, назови, как угодно. Полозрел и... Я 6 шукает, ну, ты допустим, 20 лет полозрел. Я говорю, ты будешь, он и половозрелый, в его мозгу это нормально. Все, давай продолжай дальше. Нет, Захал, да еще и даже не родилась дочка Войновчик, никакой Захал, девушка была Камила Цан. Вы смотрите, я тебе мой вопрос задал. 50 лет и 6 лет вашему ребенку. Не надо мне, Захал, эти тему сейчас уводить. А просто нах их ушли, чему? Атеист. Если ты меня будешь вот так выключать, да, у нас разговора не получится, я выйду,
Не, я с вами тебя обсуждать выкручиваться не нечего. дам. Ты будешь Я или же- нормально нет, общаться. ты выкручиваешься, да, Сань? Я прежде, 6-летний, я дискотеки, я на следующий, короче, а у меня шок, был 55 Я тебе, Юрий, не это спрашиваю. Я тебе тебя спрашиваю то, что ты людям говоришь Я нормально. точно так же, нет, я точно так же тебе вопрос задаю. Твоя 6-летняя, если пойдет, да, Сань, будет на дискотеках, где-то шоркаться в подъездах. Да, Ты что, дебил, что ли? 6-летний ребенок, куда ты пойдет? дебил, ты дебил. 6-летний, Вообще, наверное, ну, ты возраст упираешь. هو نعرف شو كان شوية ديسكتيكي تصدق دي صفا вообще. В подъезде будет, بيجلو أمير أزبط он جهل أسئلة أمير دكان. هو كويس что сделал, Любой фактор, тебе 50-летний пришел к вам засвататься, я тебе повторяю, что вы случайно, а мне там пришел засвататься, вам, тебе это нормально, вот 6 лет свататься, 50. Нормально. Все, ты сатхах ума, да, это зритель слышит, Баркалгун, ты нормально, больше от тебя ничего не требуется. Бам гуч моэла, автобус, сараши, бавар. Наша служба опасна и трудна, сообщена, автобус, гуч бам. Швалвай, улдочек. Dal Armstrong. Хотя контуация хучулял, сабьяхан зани, боец из был ММАшник. Из-за варбам сенса амилштеш. Из-за того злой, ажим хучуля. Ach, dies entie, ja, Opas indijski rupiš ceni, dolar metan rupiš rubol, am dos Pakistan ceni, ажим чуть-что не слушну. Dela, ir upišti da šudartiešo, muhieču. Okaz. Tāds Kitai, jūēņš sēņi, akšiš lieluš mūvai nāk. I akšas dol lūk. Handik dois. Rupišti doļš dik doin, ja jūēņšu kai doļš dik doin. Юаншан, российский рупишан, хулиштак, 100%, он дальше. Что не говори, Китай поддерживает яшитель экономик, чтобы она не пала ниже плинтуса. Это, конечно, ясно. Это без одобрения старшего хозяина хрен бы Путин бы он на эту авантюру решился бы, но контракт шерехаринил, это в секрете больше. Газ, нефть, свет, не знаю, население России, граждане России знают или нет, там свет даже считают за копейки там, или 70 копеек, или 50 копеек, не помню, за киловатт. А граждан рубль с чем-то за киловатт свет. Газ за куб там продается за 3 с чем-то, за 3,60 или 3,30, не помню. А им продают за полцены. Нефть вообще засекретили, это на 50 лет туда толкать дойдут. И худая шуга Путин, когда чеченцев мочили в сортирах, как он заставил закрыть на нас глаза? Значит, Герхард Шрёдер был ублюдок и через него, короче, поставлял, короче, бесплатную халявную нефть в европейские страны. Саркози, Герхард Шрёдер, ублюдок, щачишь, и это яйца. Это Герхард Шрёдер сейчас в последний момент выскочил из Роснефти, где он имел 20% акций, доли вот этой вонючей, короче, имперской фирмы. Это, Значит, от этого доли спецслужбы тоже имели. Но за это потом нужно будет расплачиваться потом, в конце. Не знаю, доживут ли эти гниды до этого дня, но навряд ли доживут.
Но заочно, задним числом нужно будет показать всем этим европейским странам, что из их общества, из их руководства Хуйло Василий Васильевич покупал вот этих продажных политиков. Это, чтобы это впредь не повторялось. Воин айода метк ишток чолдине тоинс дын толарлу да пачал метвача заочно нужно будет компенсировать вот эти ублюдки швайнин еду. Из тан итядешду инзем планар хозяину синземпин. Цун, короче, сажим поддержка. Он ери яцар конкретно договоренность чин Ахман Долин Хомамадаци. Это дердац. Nāma aldalhīt. Jau atvadījuši, jau do žukšana lietiči, ar do konflikti mūti, jau do važ, puhlik jāci galvās te, короче, ой, кимчинин. Цун, короче, таракиеч присичи, инцун обострение, шеш отвлекать, да, шока же, картин, да, чеш создать тендом. В плане много, сейчас до 1,5 миллиона, короче, разведка узнала, что восстанавливают армию, короче, снова, короче, на Балтийские страны, Польша, хуерить, военный базик, давили, Польша, один украинец, Молдова, и цыгама юхер, тысячи, десятки, сотни тысяч снарядов, вознаятся они, короче, боеприпас, вайла, мяч, баз, мы, это, и меткиш, короче, снова наплыв, наскоком взять. Это уже все разведка выяснила. Это, каждый месяц до 30 тысяч увеличивается армия, восстанавливается, короче. Это танки вместо 40 единиц в год увеличили до 300 единиц в год, Т-90 танк сейчас. Это на полную катушку, на износ балбяш мы будешь. На, ну маца мой просто. Там он кечем без. Если хочешь мира, готовься к войне. Это. Поэтому бюджет европейских стран, да, в частности, одна просто Германия увеличила на 800 миллиардов евро. Это почти на триллион. Яхтылым дат, дикту. Арва инди Пакистан юка, пламхыл табут, а отсрупишь ты войдёрч войн, зъехай дук доцнич. Ахышло сурта. Отсрупишь, аля. Хир Батсон, это просто отвлечение внимания. Арди, один наградится на день рождения Василия Васильевича Хуйла, Израиль один изюар. Ираном напугать не получилось, Ираном отвлечь не получилось. Сашу ядерный бомб на шаши, чуть, короче, действительно, аж действительно дебил. Чешин потом задохнетесь от этого наплыва беженцев, или отводящий. Отводит от чего? От самой главной, короче, европейских граничка, двечных двигаться, но отвлекать пляж был. Это амдеш, блядь. Вот батька вывой картофельный фюрер. Вот именно. Это он эскортанит, это яш готовит, яш разноясан движению. Итцер отвлечь бяш, явочь движение. Что он же жембарин, гадук, что нагасан, эти проморгают, они нападут на, вот, про коридоры пробьют через вот эти, где им, короче, закрыли полностью, шастать. Аллахсан Иван, шастать, цадуйтинс. Там они сутками специально держат Киев, доедают и гражданство, видите, больше на границе, короче. И Польша с 2023 года по своему сухопутному вообще пути не позволяет ездить ни белорусским, ни российским фурам. Это. А что нужно? Вот нужен коридор. О, гадно. Это мой Калининград, мой задыхаться, да, что даже вообще только самолетами можно. Вот наземного вообще ничего нету. Это охар отвлечь бяш, был охар, сейчас готовить бяш толчен. Это сам бяш бачу. Это. А хопа захожа. Мода геш, диком лица. Индийские рупии, значит, нам туда не надо переходить. Индийские рупии переходить мода, Василий Васильевич Хуйло туда нефть почти на сколько, или на 20 миллиардов, или на 5 миллиардов долларов туда загнало. Это американский вот это, Госдеп запретил транзакции в своей валюте. Все.
Это сказали, вам рупии нужны, народу Россия рупии шел. Короче, беждаши, так, глергши, так, квартваш, куршлы, решаешь, короче, готов. Когда я боялся расплатиться же, ну, нефть уже Энди эксплуатировала, которая это передала Россия, Русляне мытая. А возврат, короче, доллара запретили, транзакции уже нельзя в ненавистных, короче, в кафирских долларах, транзакции запрещены идет. Все, короче, считай, что просто так выбросили. Как и труба за 92 миллиарда, которая в Балтийском море лежит. Да, но все-таки у них же договор был же, чтобы расплачиваться в индийских рупиях. Сунделаупаз, я смотрю, курс сейчас индийских рупий, это 0,96 рублей. Вы представляете, это даже не 1 рубль. Одна индийская рупия – это 0,96 русских деревянных рублей. Это значит 96 копеек. И что самое интересное, индийская рупия, они же все-таки транзакции проводят, именно напрямую продают нефть Индии, и Индия расплачивается в рупиях. Национальная валюта Индии – рупия. Выпуск валюты контролируется федеральным. Я хочу просто все свои вывести активы, которые мне Бамба дал, из офшорных зон, именно с британских Виргинских островов в Индию, там в Шри-Ланку, которая все-таки в хороших отношениях с Индией. Поэтому я как бы интересуюсь этим вопросом. Национальная валюта Индии – рупия. Выпуск валюты контролируется Федеральным резервным банком Индии. Наиболее часто используемые символы для обозначения рупии – это РС, большая заглавная буква Р, и С, маленькая, и РС. Международный код этой валюты ISO 4217, значит 4217, для рупий обозначение ИНР, индийская National Rupee. Одна рупия равняется 100 пайсам. Это значит, как у них, как 100, одна рупия, это как копейка у них, а копейка это пайс, 100 пайсов. Во многих частях Индии рупию также называют рупаи, рупае, рубай, а также некоторыми другими словами от санскритского рупякам, раупя значит серебро. Рупякам серебряная монета. Однако в западном Бенгале, Трипуре, Орисе и Ассаме индийская рупия известна под названием, произошедшим от санскритского танка. В январе 2008 года официальный курс по отношению к доллару США составил 40 рупий за $1. Система счисления. Как стандарт в индийском английском, крупные суммы индийских рупий считаются в тысячах, десятках тысяч, лаках. 100 тысяч равняется 105 рупий. В цифровом означении 100 тысяч крорах. 100 лаков равняется 107 рупий. В цифрах 10 миллионов. И арабах 100 крор, 109 рупий. Ну, короче говоря, мы там уже все, мы потерялись. В цифрах 1 миллион. 1 миллиард, прошу прощения, использование таких терминов, как миллион или миллиард, биллион, как в стандартном британском или американском английском гораздо менее распространено. Например, 12 миллионов 584 тысячи 729 25 десятых индийских рупий следует произносить как 1 крор 25 лаков 84 тысячи 729 рупий и 25 пайс. Смотрите индийскую систему отчислений. Отсылка идет к этому. Маленькую историю, как это зарождалась монета. И потом тут знаешь, тут гадалки ходить и даже ничего изучать не нужно. Если ты именно такой падшей валютой, которая даже хуже, меньше рубля, ты там 96-90 копеек, даже рубля не достигает. Ты представляешь, сколько они потеряют, прогнать через другие государственные банки, там, чтобы ты там минимум 60% этого бабла потеряешь. По исходу 10 миллиардов, а дуяка нефть, хочет максимум там 4-3 миллиарда. Да, совершенно верно. Но мы же для этого это обсуждаем, чтобы мы понимали, что то, что правительство России загоняет своему быдлу, чтобы они не загоняли нашему быдлу, чеченскому, чтобы чеченцы понимали, о чем речь. Поэтому мы говорим. Так что мы отменяем наши транзакции с британских Виргинских островов. Мы не будем переводить наши активы в Шри-Ланку. Индия.
одной из первых стран, где стали использовать монеты приблизительно 6 век до нашей эры. Это Индия. Верят, что первая рупия была введена в Шер-Шах-Сури в 1486-1545 годах, и равнялась она 40 медным кусочкам пайса, значит, 40 медных кусочков, их называли кусочки пайсами. Первые бумажные рупии выпустил Банк Индостана 1770-1839 год. Затем главный банк Бенгала и Бихара 1773-75 года, основан Уорреном Хастингсом, и Бенгальский банк в 1784-91 годах. Во время британского правления и первого десятилетия независимости она была разделена на 16 ан. Каждая анна, в свою очередь, разделилась на 4 пайсы или 12 паев. В 1815 году правительство Мадраса также выпустило валюту фанам. Один фанам равнялся 17 рупиям. Историческая рупия, которая взяла свое название от санскритского рупая, что значит серебро. Санскритский язык – это один из языков Индии. Что значит серебро? Была серебряной монетой. Этот факт имел суровые последствия в XIX веке, когда сильнейшие мировые экономики были основаны на золоте. Открытие больших запасов серебра в США и различных европейских колониях понизили ценность серебра относительно золота. Неожиданно сложилась ситуация, когда валюта Индии стала неконкурентоспособной. Это событие известно как падение рупий. Ну, короче говоря, дорогие друзья, в рупиях нам лучше транзакции не делать. Так что то, что русская пропаганда пробрасывает своему быдлу населению, нам, чеченцам, должно быть неинтересно. Давайте все-таки придерживаться американских долларов и европейских евро. Не будем лезть в те деньги, которые нам не принесут прибыли. И если вам интересно, мы все-таки немного поинтересуемся историческим именно конфликтом между Индией. Почему у них все-таки такая вражда, хотя они такие родственные народы, просто пакистанцев исламизировали, а индусы остались вне влияния арабских завоеваний ислама. Ну, нужно еще к истокам пойти и сказать честно, 80-90 миллионов индусов вырезали вот эти мусульмане-арабы. 80-90 миллионов. Гитлер и Сталин нервно курят в сторонке. Совершенно верно, совершенно верно. Но тут сейчас как бы эти два братских народа, как говорят, люди говорят, разделились после британского управления колониального. Так вот, значит, история конфликта. Джамму и Кашмир. Что это такое вообще? Потому что многие говорят о Джамму и Кашмире и о столице этого княжества. Разделенное между двумя странами, Индией и Пакистаном, Сринагар. Сринагар – это столица Джамму и Кашмира. Джамму и Кашмир – история конфликта Индии и Пакистана. Джамму и Кашмир – это регион на северо-западе Индостана, который с 1846 года образовывал отдельное княжество, а с 1947 года является предметом спора между Индией и Пакистаном. Индия и Пакистан трижды в 1947, 1948, 1965 и 1971 годах воевали за Джамму и Кашмир. С 2003 года между странами действует неустойчивое перемирие, но статус региона так и не урегулирован. До октября 2019 года индийская часть Джамму и Кашмира имела статус штата. Затем он был разделен на две союзные территории, собственно, Джамму и Кашмир, а также Ладак. Здесь есть карта, мы ее выложим в ленту нашего канала, посмотрите потом. Это они разделили Джамму и Кашмир на три части, Индия и Пакистан. Есть Ладак, Джамму и Кашмир, потом есть Гилгит-Балтистан. В индийском Джамму и Кашмире сильны сепаратистские настроения с конца 1980-х годов, действуют повстанческие и террористические группировки, выступающие за самоопределение региона или его присоединение к Пакистану. Нью-Дели регулярно обвиняет Исламабад, это столица Пакистана, в оказании им материальной и финансовой поддержки. Внимание к кашмирскому конфликту выросло после того, как сначала Индия в 1974 году, а затем и Пакистан в 1998 году стали обладателями ядерного оружия. Где находится Джамму и Кашмир? Джамму и Кашмир находится на северо-западе индийского субконтинента, в предгорьях Гималаев и Тибета.
составляет южную часть исторического региона Кашмир. Это преимущественно гористая зона с большим разнообразием ландшафтов и климатических зон. От субтропической на юго-западных равнинах до горной альпийской. Его площадь 222 236 квадратных километров, а население, согласно последней переписи 2011 года, составляло 12 миллионов 541 тысяча 302 человека. Джамму и Кашмир состоит из трех сильно отличающихся друг от друга в этноконфессиональном плане регионов. 97,2% жителей Кашмирской долины мусульмане-сунниты, а индусы, кашмирские брахманы, пандиты, составляют менее 2%. В Джамму преобладают догри-язычные индусы, примерно 65%. Однако значительно также суннитское население, около 35%. В Ладакхе примерно 47% исповедуют шиизм. В основном Балти в районе Каргил. Еще около 46% буддисты. В основном ладакхцы из области Лех. Джамму и Кашмир преимущественно сельский регион. 72,5% населения проживает в деревнях. Практически 2/3 жителей прямо или косвенно заняты в сельском хозяйстве. Выращивание риса, кукурузы, пшеницы, а также фруктов, орехов, цветов, шафрана, разведение овец и коз, в том числе знаменитых кашмирских пород. Обожди, шафрана или ря? Шафран. Значит, вот откуда это райские гури. Все понял. Райские гури и кашмирские вот эти породы овец и коз, из-за него делают вот этот Кашмир знаменитый. Пальто из кашемира. Кто контролирует Кашмир? Джамму и Кашмир фактически разделен на 4 неравные части. 45,6% территории бывшего княжества в границах 1846 года контролируется Индией. Это Джамму. Кашмирская долина, Кашмир, и часть Ладакха, они находятся на юге и юго-востоке Кашмира. До 2019 года они составляли штат Джамму и Кашмир в составе 22 округов, а затем были разделены на две союзные территории – Джамму и Кашмир и Ладакх. Первая из них, Джамму и Кашмир, административно делится на 20 округов, по 10 в Джамму и в Кашмире. Еще 2 округа бывшего штата в 2012 году образовали союзную территорию Ладакх. Треть региона 78 114 квадратных километра удерживается Пакистаном. Это Азад Кашмир, свободный Кашмир, и Гильгит-Балтистан на севера и северо-востоке региона. Еще 19,2% контролирует Китай. Пекин контролирует 2 региона. Это Аксайчин, Лехе на северо-востоке Ладакха, 37 555 квадратных километров, который КНР контролирует с 1962 года, и долина Шаксгама площадью 5180 квадратных километров, которая в марте 1963 года была передана Китаю Пакистаном. История Джамму и Кашмира. До 1346 года территория Кашмира управлялась индийскими, до 1819 года мусульманскими династиями, после чего регион перешел под контроль сикхского Пенджаба. В 1845-1846 годах британцы отвоевали этот регион у сикхов. В марте 1846 года Раджа, княжество народности Догра, Джамму Гулаб Сингх из раджпутской династии Догра, приобрел у британцев Кашмирскую долину за выкуп в размере 7,5 миллиона рупий и ежегодную символическую дань в лошадь, 12 кашмирских коз и 3 пары кашмирских шалей. До этого он подчинил регионы Ладак в 1834 и Балтистан в 1840 годах. А уже после его смерти в 1860 был подчинен Гилгит. Таким образом было создано многоэтническое и многоконфессиональное княжество, рассматривавшееся британскими властями Индии в качестве буфера между Британской Индией, Российской империей и Цинским Китаем. При этом, если в Джамму большинство составляли индусы Догра, то в Кашмире доминировали мусульмане-сунниты, в основном кашмирцы, а в тибетском Ладакхе буддисты и мусульмане-шииты. В новом государственном образовании индусы Догра составили правящую прослойку, опиравшуюся на кашмирских брахманов, в то время как мусульманское население, 85% княжества,
оказалась в положении непривилегированного большинства. Было обложено рядом налогов и трудовых повинностей. В первой половине XX века сформировались первые организации, выступающие за культурно-политические права мусульманского большинства. В кругах местной интеллигенции получили распространение идеи азади, автономии и кашмирията, особой региональной кашмирской идентичности, сформировавшейся под влиянием суфийского ислама и в меньшей степени кашмирского шиваизма. Катализатором общественно-политической мобилизации мусульман стали события июля 1631 года, когда в ходе подавления беспорядков полиция княжества убила более 20 безоружных мусульман. К началу 1940-х годов среди политических организаций Кашмирской долины ведущую роль играла Национальная конференция, НК, выступавшая с позицией кашмирского национализма. В то же время мусульмане Джамму, Пунча и Мирпура поддерживали мусульманскую конференцию, МК, партию в куда большей степени настроенную на вхождение в будущий Пакистан. Конфликт между Индией и Пакистаном за Джамму и Кашмир. После раздела Британской Индии в августе 1947 года на два независимых государства, Индию и Пакистан, статус княжества Кашмир не был закреплен официальными соглашениями о границах. Ему было разрешено выбрать присоединяться к Индии или Пакистану, или же сохранять самостоятельность. Махараджа Хари Сингх изначально рассчитывал добиваться независимости, однако вскоре началось восстание ветеранов-мусульман в городе Пунч на западной границе. В Кашмир вторглись племенные пуштунские формирования с территории Пакистана и начали продвижение к летней столице княжества, городу Сринагар. В результате Махараджа обратился за помощью к Индии и в октябре 1947 года подписал соглашение о вхождении в союз в границах 1846 года. Это спровоцировало открытый конфликт с Пакистаном, который к тому времени контролировал уже треть княжества. Обе страны подали жалобы друг на друга в ООН. В следующем месяце мятежные военные в Гилгите, которые номинально числятся в составе владения Махараджи, но до 1947 года управлялся особым британским агентством, арестовали кашмирского губернатора и объявили о присоединении этой зоны к Пакистану. По итогам Первой войны 1947-1948 годов переброшенные в Кашмир индийские войска остановили наступление пуштунского ополчения, регулярных частей пакистанских войск и припнувших к ним мусульманских повстанцев. В январе 1949 года боевые действия были остановлены, а в июле 1949 года была проведена линия прекращения огня, разделившая регион на две части: индийскую Джамму и Кашмир с центром в Сринагаре и пакистанскую Азад-Кашмир с центром в Музаффарабаде. В это время ООН приняла несколько резолюций по Джамму и Кашмиру, номер 38, 39, 47, 51, в том числе резолюцию номер 47, требующую проведения референдума для самоопределения этой территории. Организацию в регионе плебисцита пообещал и премьер Джавахарлал Неру, это индийский премьер-министр. Однако в связи с отказом Индии и Пакистана выводить свои войска из региона референдум так и не состоялся. В течение 1950-1962 годов в результате пограничных конфликтов с Индией КНР, Китайская Народная Республика, воспользовавшись отвлеченностью этих двух стран, междуусобный конфликт, установила контроль над Аксайчином в Ладакхе, а в 1963 по договору с Пакистаном Пекин получил от Исламабада еще одну часть Северного Кашмира. Следующие крупные вооруженные конфликты между Индией и Пакистаном вспыхивали в 1965 и 1971 годах. В 1972 году на переговорах в Симле линия прекращения огня была преобразована в линию контроля, закрепившую фактически раздел Кашмира на два административных региона. Это не сняло напряженность в отношениях двух стран. Начиная с середины 1980-х годов, Индия постепенно захватила большую часть высокогорного ледника Сиачен в предгорье Каракарума. В мае 1999 года пакистанские военные обеспечили переброску кашмирских сепаратистов в Каргил, что спровоцировало серьезные пограничные столкновения в мае-июле того же года. Но в 2003 году стороны достигли хрупкого перемирия, которое постоянно нарушалось обстрелами, провокациями и пограничными столкновениями. Тем не менее, в 2025 году
Возобновилось автобусное сообщение между Сринагаром и Музаффарабадом. А в 2008 году трансграничная торговля между двумя странами. Ситуация вновь начала обостряться с 2016 года, когда резко выросла интенсивность пограничных инцидентов. Однако в мае 2018 года стороны согласились вернуться к соглашениям 2003 года. Напряженность резко выросла после того, как в феврале 2019 года террорист-смертник из пакистанской исламистской террористической группировки Джаиш-е-Мухаммад на автомобиле со взрывчаткой протаранил полицейский автобус в Кашмире, убив свыше 40 человек. Власти Пакистана отвергли обвинения в причастности к теракту. За этим последовал ряд боестолкновений, в том числе авиаудар в Нью-Дели по крупному тренировочному лагерю Джаиш-е-Мухаммад. 22 марта 2019 года премьер-министры Пакистана и Индии Имран Хан и Нарендра Моди договорились о прекращении военных действий и совместной борьбе с терроризмом после того, как в августе 2019 года индийские власти упразднили автономию Джамму и Кашмира. Интенсивность боестолкновений резко выросла. Только за 2020 год зафиксировано свыше 4000 инцидентов. Кроме того, в мае 2020 года опасно обострилась ситуация на границе с Китаем. Однако в 2021 году Нью-Дели и Исламабаду вновь удалось снизить напряженность на границе. Страны вновь оказались на грани полномасштабного конфликта после того, как 22 апреля 2025 года группа боевиков из так называемого фронта сопротивления расстреляла 26 туристов в городе Пахалгам. Нью-Дели считает эту организацию филиалом Лашкар-е-Тайба, воинство чистых, пакистанской военизированной группировки, признанной террористической и запрещенной в США, России, Индии и ряде других стран. После этого Индия приостановила действие договора с Пакистаном о разделе вод реки Инд, который был подписан в 1960 и пережил конфликты 1965 и 1971 годов и закрыла единственный наземный пограничный переход между странами. Вот такая вот история. Так что, дорогие друзья, чеченцам туда лезть не надо. Пожалуйста, успокойтесь. Там нет никаких наших интересов. Никаких интересов. Но самое главное, что очень заинтересованы в этом конфликте такие страны, как Китай. Потому что Китай хочет воспользоваться конфликтом между двумя странами, Индией и Пакистаном, и захватить еще больше территорий, Джамму и Кашмира, потому что они со стороны севера нависают над горами именно Тибета и Гималаев и могут заходить вот эту вот северную часть Джамму и Кашмира, которая принадлежит Пакистану и Индии. И заинтересована в этом Россия, чтобы отвлечь внимание от своего бандитского, варварского вторжения в Украину, тем самым придавая себе вес в Организации Объединенных Наций для того, чтобы уже обсуждать на международной арене, являясь членом Совета Безопасности и возвращаясь на международную арену в дипломатическом статусе вопросы между Индией и Пакистаном, потому что все-таки Индия – это очень большая населенная страна, более 1,5 миллиарда населения, и Пакистан почти 160-170 миллионов населения, что грозит большими массами беженцев по всему миру, дестабилизацией именно стабильности и по всему миру из-за этого военного конфликта, а также это может очень сильно повлиять на составляющую в мире, потому что экономические интересы, а также благосостояние планеты Земля, на самом деле, мировой экономика зависит от таких стран, как Китай, Индия, это все-таки большие государства. И очень что интересно, в формате этих больших государств, именно таких как США, Россия и Китай, европейские страны такие, скажем, европейские тяжеловесы, как Англия, Франция, а Германии-то, конечно, мы не можем говорить, потому что Германия после Второй мировой войны всегда старается быть ниже травы, тише воды, они сосредоточены на европейском континенте, потому что все-таки война продолжается между Россией и Украиной, и они не могут занять четкую позицию в этом конфликте. И никто, к сожалению, как мы видим, никто из этих стран не призывает две заинтересованные стороны, как Пакистан и Индия, к миру, что может спровоцировать все-таки большой военный конфликт. А, как мы знаем, две страны обладают ядерным оружием. Это тоже очень большая опасность. Надеемся все-таки, что руководство этих двух стран благоразумно возобладает
и что они все-таки не нанесут урон мировой стабильности и вообще мировому сообществу. Совелышу, ладушу. Самое главное, там очень сильно разыгрывается, я сейчас дополнительно, религиозная карта. Почему нам, чеченцам, это интересно? Чтобы нас снова не завлекли в эти конфликты. Российские спецслужбы используют религиозную карту, такую как ислам, исламистские вот эти всякие ценности, всякие призывы к джихаду. Нам это все не надо, мы и так все пострадали, чеченцы. Вообще это нам чуждая идеология. Чеченец не может быть мусульманином, а мусульманин не может быть чеченцем, потому что две разные взаимоисключающие идеологии и догмы. Поэтому призываем тоже чеченцев, пожалуйста, остепнитесь благоразумию. Все вот эти вот призывы межконфессиональные, там, призывы к тому солидарности какой-то мусульманской уммы, исламистской солидарности, нам это не нужно. Давайте успокоимся и займемся все-таки своими делами. Сурелышу. Веня, можно вопрос? Да-да. Скажи, пожалуйста, сейчас очень сильно в медийных пространствах, в Телеграме, везде раскручивается вопрос Кавказской конфедерации. Что ты думаешь по этому поводу? Проект Закаева это. Это ФСБшный проект спецслужб России. Ничего хорошего чеченской нации это не принесет. Мы не противимся независимости всех национальностей, народностей, населяющих Северный Кавказ. Но у каждой нации свой путь, пускай они сами борются, пускай они показывают, что они могут, что они хотят, пускай у них образуются свои политические элиты, своя интеллектуальная интеллигенция. Чеченская нация понесла большие потери, и именно в репутационном плане из-за этих идей панисламистских, панкавказских. Также в экономическом плане мы сильно пострадали. Мы еще не восстановились. В людском факторе тоже именно. В людских ресурсах чеченцы понесли огромные потери. Больше 1/3 населения Чеченской Республики пострадали. Не то, что даже пострадали, уничтожены геноцидно, варварскими методами Русской империи. Если в процентном отношении взять, если возьмем 1 миллион населения, то больше 350 тысяч, вы представляете, от 1 миллиона населения, очень маленькая нация, если больше 350 тысяч людей убиты, уничтожены, пропали без вести, а оставшаяся часть населения, если взять так 600 тысяч, там остались инвалиды. Как мы знаем, на войне уничтожают самые лучшие слои населения. Старики, дети, которые в силу вот этих всех войн не получили образование, глупое население у нас сейчас, необразованное, зомбированное, одурманенное. Поэтому у нас очень большие потери. Нам сейчас не до каких вот этих всяких объединений, конфедераций, совместных каких-то конференций, конфессиональных каких-то этих союзов с другими. Нам не до этого. Нам надо заниматься своими делами, своей нацией, своим языком, своей культурой. Конечно же, относясь с большим уважением ко всем тем, которые населяют, вокруг нас живут, со всеми странами, национальностями, живущими на планете Земля. Мы со всеми миролюбивые, но нам эта конфедерация, панисламистские всякие вот эти вот союзы, идеи независимости других народов, народностей, каждый пускай сфера занимается своим делом. Если у нас с ними есть общенациональные, для нас интересы, которые совпадают с нашими, мы можем с ними кооперировать только, но никогда не выступать в тесном союзе и контакте с этими людьми. Но это является, еще раз, мы говорим и будем всегда говорить, проектом российских спецслужб ФСБ. И что самое главное, к большому сожалению, конечно, мы Украину поддержим в ее борьбе за свою независимость против России, но даже украинские спецслужбы, которые просто пронизаны российскими спецслужбами, тоже используют нашу чеченскую карту в своих интересах. Поэтому призываю наших чеченцев, пожалуйста, не поддавайтесь на призывы этих украинских спецслужб, которые работают напрямую с ФСБ России, и не поддавайтесь на призывы вот этих всех агентов, завуалированных, явных, неявных,
которые пропагандируют идеи конфедерации, федерации, пан-исламистской, исламской вот этой вот умы на территории Чечни и вокруг и в тех республиках, которые находятся вокруг Чеченской республики. Вот такое у нас мнение. Баркалдерис. Из Мусана. Мы про ислам в Пакистане можем чуть-чуть прочитать. Слово «Пакистан» значит «земля чистых». В Пакистане, как известно, государственная религия ислам. Хотя стала она государством не с появления этого государства, а с 1977 года, когда после очередного военного переворота к власти пришли военные в союзе с исламскими консервативными партиями. Постепенно оказалось, что уже не всякий мусульманин может считать себя в Пакистане правоверным. Когда в 40-х годах страну Пакистан основывали такие интеллигентные личности, как писатель-реформатор, львовский еврей и горстка юристов, учившихся в Британии, они вовсе не могли подумать, что государство индийских мусульман превратится в государство нетерпимости. Они не думали, что ислам будут использовать в борьбе за власть. Кто все же населяет Пакистан? Пенджабцы, синхи, белуджи, кашмирцы. Видите, это неоднородная, неоднообразная нация пакистанцы. Что перечисляем? Кто населяет Пакистан? Какие народности? Пенджабцы, синхи, белуджи, кашмирцы, пуштуны. Куча более мелких народов со своими языками и культурами. Как сообщает нам официальная статистика, 95% населения сунниты ханафитского мазхаба, ханафиты, одна из 4 суннитских правоведческих школ считается самой мягкой. Честно сказать, верится в это с трудом. Истории – это 4-я, самая последняя школа ханафитская в суннизме, в исламе суннитского толка, которая после 3. А как мы знаем, все эти школы, они друг за другом следуют и дополняют друг друга. У страны слишком ярко. Тогда к концу 70-х годов в стране начался форменный, шовинизм. Самые ярые и правильные ребята решили искать внутренних врагов. И что характерно, каждый год они находят, кого бы побить, где бы сжечь жилой квартал или взорвать неправильную мечеть. Во-первых, в стране есть небольшое, но влиятельное меньшинство шиитов. Да, еще и не только 12-ричников. То есть таких же, что и в Иране. Но и исмаилиты, это тоже такая отдельная ветвь в исламе шиитского толка. Во-вторых, суфизм. В основном, благодаря суфиям, все местное население обратилось в свое время в ислам. Там есть еще вот эти вот суфисты. Эссенция североиндийского суфизма, громкие коллективные родения, зикры и духовная музыка кавали, практикуемые до ислама фундаменталистского толка, построенный и основан на Коране и Сунне, изгнанные из Афганистана талибы направляют свою энергию на то, чтобы время от времени шмальнуть по музыкальному собранию в той или иной части страны. Музыкальное собрание, значит, зикры суфистов. Мы уже не говорим про христиан, индуистов и сикхов. Они всегда являются мальчиками для битья, потому что они неверны. Самой интересной группой среди мусульман являются ахмадиты. Это удивительное реформистское течение, сформировавшееся в конце XIX века. Но в 70-х годах они стали объектом выражения ненависти во множестве населенных пунктов. В 1974 году, после волны погромов, пакистанский парламент внес поправку в Конституцию страны, согласно которой ахмадитов запрещалось считать мусульманами. Если коротко пройтись по исторической оси, а не поперек ее, то по истории погромов станет ясно, как для вспышки ненависти становились нужны все меньшие причины. Сначала Великий раздел Индии и Пакистана в 1947 году, когда на пакистанских территориях пострадали сотни тысяч индуистов и сикхов. Потом 20 лет относительной секулярности, это значит разделение духовного от государственного, значит нормальным языком простонародья религии от государства. Секулярность называется этот термин. Вся борьба перешла в политическую плоскость. Национальная борьба бенгальцев за власть в Бангладеше. Бангладеш отделился, как мы знаем, от великого Индустана британского, над которым контроль владела британская корона. Образовалось 3 страны: Бангладеш, Индия и Пакистан.
Бангладеш отделился в 1971 году. Бенгальцы перестали быть причиной всех неурядиц в стране. Теперь в 70-х начали с христиан, продолжили ахмадитами, с тех пор регулярно побивают шиитов. Прямо война между тупоконечниками и остроконечниками. Привет Джонатану Свифту, это такой английский писатель, который был в Индии. Надо на первом же уроке обществознания рассказывать детям. Запомните, поиск внутренних врагов, как они делают у нас в Чечне, смотрите, очень интересно, между прочим, можно провести аналогию с Чечней. Поиск внутренних врагов – наиболее эффективный метод завоевания власти в краткосрочной перспективе. Это значит, если люди между собой борются по религиозному или другому межконфессиональному, межэтническому принципу, то третья внешняя сила, она может завоевывать эту страну, эту нацию и контролировать эту страну, эту территорию. Как у нас чеченцы. У нас же много течений сейчас в исламе среди чеченцев. У нас есть и суфисты, и фундаменталисты, и хавариджи, и хариджиты, и там, мусульмане, накшбандийцы, кадырийцы. Кого только у нас сейчас нет. Последняя перепись населения. 12% опрошенных на вопрос, к какому направлению ислама они принадлежат, ответили просто мусульмане. Кто эти люди? Невежественные крестьяне, прогрессивные либералы, ахмадиты, опасающиеся преследования. Вот такая вот разнообразная мозаика мусульман в Пакистане. Маленькая справка, а потом я уже как бы больше не буду ни о чем говорить, писать тоже, читать не буду. Ислам – государственная религия Пакистана. Около 95% населения страны исповедует ислам. Большинство мусульман в Пакистане сунниты, но также существует значительно шиитское меньшинство. В стране также проживает религиозное меньшинство, включая индуистов 2,2% и христиан 1,4%, а также более мелкие группы, такие как сикхи, буддисты и зороастрийцы. В государстве существует закон о богохульстве, по аналогии с российским законом, как это у них называется закон? Защита чувств верующих, мусульман и христиан. Вот такой закон у них тоже существует. По защите чувств верующих. Вот. В Пакистане такой закон тоже есть. Значит, в государстве существует закон о богохульстве и связаны с ним серьезные ограничения свободы вероисповедания для всех, кроме мусульман. Ну, вопрос тоже мусульман каких. Там, как они захотят, так и будут вертеть этим исламом и религией. Хотят они кого-то обидеть, то, что он не мусульман, они его обвинят. Если захотят, они сделают из не мусульман правоверного самого лучшего правоверного мусульманина. Но это как в России, закон. Как дышло. Куда повернул, так и вышло. Ахмадийская мусульманская община также подвергается преследованиям на законодательном уровне. Конституция Пакистана устанавливает ислам как государственную религию. Эта религия вписана в Конституцию Пакистана. Представляете, что там говорится? Также обеспечивает всем гражданам, и одновременно они говорят, также по нормам шариата никто не может иметь свободное вероисповедание, потому что не мусульманин, он должен платить жизнью. И будучи униженным, сперва мусульмане должны унизить того, кто не мусульманин, а потом взимать с него плату под названием джизья. Это шариат, это норма шариата. Но тут написано, Конституция Пакистана устанавливает ислам как государственную религию, значит, там нормы шариата присутствуют, также обеспечивает всем гражданам право на свободу вероисповедания. Вот такая вот информация. Пожалуйста, если хотите, можете дополнить. Будем слушать. А к нам Санчо присоединился. Кстати, Санчо, вы вчера хотели что-то сказать. Мы не смогли. Мы как бы вам включили микрофон, но вы потом ушли. Ваш Санчо. Вы нас слышите? Маршалду, ничего я не буду идти, самоду шайбу сшить. Да, Машу. Хороший докуд. У нас Карен, вот Карену дадим слово. Может, Карен может нам даст информацию. Карен, как вы думаете, что будет там? Будет там конфликт или нет? Карен молчит. Карен упорно молчит. Хорошо. Бухта может что-то скажет. Бухча. Будет там что-то или нет? Не знаю, будет или нет, но такая большая игра ведется, обострение вот это вот с Ираном. Я считаю, это вот звенья одной цепи, вот то, что
Израиль просил нанести удары по Ирану, США как бы там вроде да, вроде нет, и вот на этой волне замутить вот этот конфликт Пакистана и Индии в любое время, который можно всегда вот такой фитилек поджечь, и чтобы он разгорелся. И как-то я считаю, что это звенья одной цепи, такой глобальный передел собственности идет. Понятно? Очень хорошо вы сказали. На самом деле вы очень хорошо проанализировали ситуацию. Кстати, напоминаю, Бухша является хорошим аналитиком. Все его предсказания аналитические, они сбылись, в принципе, безошибочно предсказывает любые политические мировые события. Очень ясный ум, критическое мышление. Огромная вам благодарность, Бухша. Все от Аллаха. Легко так сказать и отделаться, даже Бухша. А ответственность кто будет нести? Да. Эти кафирские вещи ты начинаешь говорить там ответственность, жизнь, разум, там человечность, гуманность. Это же все придумали эти неверные. А так торговали людьми, все было, нападали на соседей, распространяли ислам, так называемый. Все же было прекрасно, пока вот не началась вот эта вот ренессанс вот этот европейский, пока вот эта наука, пока они начали заниматься наукой, там не появилось более-менее продовольствия в мире, да, чтобы кушать все могли хотя бы. То есть и это навлекло на определенные философские измышления о гуманности, человечности и так далее. И вот нарушило идеальную картину мира вот в глазах пророка и его последователей. Поэтому я даже не знаю, что сказать. Все четко сказали. Слов нету. Все великолепно. Я могу только смеяться. Вы все четко сказали. Вы просто великолепны. Давайте вот вы начинаете. Любая тема у нас заканчивается каким-то религиозным подвохом или каким-то обсуждением. Смотрите. Раз вы уже начали, я вам как бы подыграю, Бухча. Аль-Ахзаб, союзники. Сура, сейчас скажу, 30-я, да. Сура, извиняюсь, прошу прощения, сура 33, аят 50 и 73. Аль-Ахзаб, союзники. Просто я зачитаю, но вы просто вдумайтесь, что там говорится, и вы как бы на себя вот примерьте это все и посмотрите как бы с критической стороны на этот вопрос. О, пророк, мы сделали для тебя дозволенными твоих жен, которым ты уплатил их вознаграждение, и невольниц, которыми овладела твоя десница, и которыми Аллах одарил тебя, а также дочерей твоих дядей со стороны отца, дочерей твоих теток со стороны отца, дочерей твоих дядей со стороны матери, дочерей твоих теток со стороны матери, которые переселились вместе с тобой, а также любую верующую женщину, которая подарит себя пророку, если пророк захочет жениться на ней. Последнее дозволено только тебе, но не другим верующим. Мы знаем, что мы предписали им относительно их жен и невольниц, которыми овладели их десницы. Тебе сделаны исключения для того, чтобы ты не испытывал никакого стеснения. Аллах прощающий, милосердный. Я не буду ни читать ни тафсиры, ни объяснения, ни хадисы. Просто вот это вот, если зачитать, просто перевод, мы поймем ясно, о чем там речь. Я айюха аннабию инна ахлальна лакка азваджак аллати атайта ужуррахуна вамма малахат яминуха мимма афаа الله عليك وبانت أمك وبانت أماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي حجرنا معاك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي
إن أراد النبي أن يستنكحها فليست لك من دنيا المؤمنين. Ладно, читать дальше не буду. Маша Алла, Маша Алла. No, просто смотрите. Которыми овладели десять. Тебе сделаны, послушайте, это очень сильный, это самый, можно сказать, вот именно по отношению к женщинам, самая сильная сура, 33, аят 50. Это значит, что бы он ни делал, куда бы, вообще ему дозволена любая женщина, на которую он положил глаз. Ему никто не может запретить. Ему никто не может запретить, потому что это разрешено Аллахом. К тому же закон предопределения ему разрешает делать все, что он хочет, потому что есть суры и аяты, которые говорят четко и ясно, что на нем нет греха. Что бы ни сделал он, все разрешено. Вот это одна даже фраза в этом аяте. Тебе сделаны исключения для того, чтобы ты не испытывал никакого стеснения. Аллах прощающий милосердный. И тут написано, что все женщины мира для него разрешены. Вот такой вот в исламе у нас есть момент, которым мы должны гордиться. Альхамдулилля, что мы мусульмане. Бухча, это из-за вас, между прочим. Вот вы начинаете, я как бы должен вам помогать. Слава душе, душу. Комментарий. Как, например, своей дочке рассказывать вот это вот? Вот как говорить своей дочке? Вот гордись своим пророком, он любую женщину мог взять себе и делать все, что он хочет. Вот как это сказать? Своей матери как это рассказать? Я рассказывал это своей матери, она была в шоке. Так, ладно, завершая для Бухчи тоже персонально. Сура 33, аят 38. Сура 33, аят 38. Когда мне скучно, когда я грущу, когда во мне падает иман, для того, чтобы стать сильнее и лучше, я всегда читаю Коран, суры и аяты. ما قل على النبي من حرج فيما فرد الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قادرا مقدورا. Читаем. Запоминайте. Сура 33, аят 38. Аль-Ахзаб, союзники, 38 аят из 73. Просто это не религиозная сейчас передача. Если была бы это религиозная передача, я бы объяснил, откуда все это идет, с каким подтекстом, из-за чего и почему эти аяты были ниспосланы, как говорится, нашему пророку лучшему из людей, примеру для подражания от Аллаха. Потому что нашему пророку это нужно было, это надо было, ему нужно было это, чтобы оправдаться перед своими бандитами, которые его окружали. А Аллах, как мы знаем, был его другом. И Аллах всегда давал то, что он хочет. Так вот, читаем. На пророке нет греха в том, что предписал для него Аллах. Сразу у нас две связки, Бухча. Вы же любите закон предопределения. Вы всегда дискутируете с людьми, я вас слышал. Закон предопределения. Вы говорите, вот тут закон предопределения. Что нам предписано Аллахом, а мы знаем, что все нам предписано Аллахом. И мы от этого не уйдем никуда. Но мы как бы не крутились, все, что нам предписано, мы это все ощутим и встретим в нашей жизни. Так вот, здесь написано, на пророке нет греха в том, что предписал для него Аллах. Значит, что бы он ни сделал, какое бы предписание на нем не было, на нем нет греха. Таково было установление Аллаха для тех, которые жили прежде. Веление Аллаха является решением предопределения. Вы понимаете? Это что говорит? Смотрите, что бы пророк ни сделал, на нем нет греха. Вообще на нем ничего нет. И даже если он хочет, как вам сказать, я не хочу быть таким вот, как вам сказать, это уже надоело это все обсуждать, но захотелось пророку что-то сделать.
что-то нехорошее, допустим, взять Джона Айшу в 6 лет, на нем нет греха, потому что это предопределение. Если день, тоже нет греха. Рафик проснулся и почувствовал. Да. Салав. Рафик проснулся и с утра почувствовал, что в городе будет изнасилование. Да. И совершенно. поэтому он ушел в лес. Налоги. Смотрите, вот вдумайтесь в это. Просто еще раз повторяю. Кому интересно, просто зайдите. Вот эту надо суру читать. 33, сура 33, аяты 38 и далее. А эта сура 33, 38 аят. Аль-Ахзаб, союзники. На арабском написано, на всех языках мира, на русский даже переведено. На пророке нет греха в том, что предписал для него Аллах. Таково было установление Аллаха для тех, которые жили прежде. Веление Аллаха является решением предопределенным. Это значит, что бы он ни сделал, вот что ему в голову взбрело, что бы он не захотел сделать, он это сделал. На нем нет греха и никогда не будет, потому что это предписано ему Аллахом, и Аллах его всегда прощает, потому что Аллах всепрощающий по отношению к своему пророку, который лучший из людей. Он его послал. Последний пророк, он самый лучший из людей и пример для подражания. Вот такая вот смысловая нагрузка в этом аяте, в этой суре. Так что, дорогие друзья, что бы вы ни говорили, как бы ни боролись там с всякими вот Айша, Шмайша, 424, то-то, сё-то, 7619, как бы вы ни крутили, на нем нет греха. Это все ему было предопределено, и Аллах его за это простил и вознаградил его этим. Вот такая вот история в конце нашего прямого эфира. Я буду заканчивать, потому что я, к сожалению, не могу долго здесь сидеть. У меня дела мирские, потому что я должен укреплять умму по всему миру. Если у кого-то есть что-то сказать, пожалуйста, я вас выслушаю, а потом мы как бы закончим сегодняшний эфир. Мы выложим его в ленту этого канала. Кому будет интересно, вы сможете прослушать его в видео формате, а также в аудиоформате. Огромная вам всем благодарность. Дал я хаберткел, дал эту был, новчухом и дих, вду ларбо, шейсит эмахкидит, шейси ларде, шеймокшел ларье, шашлема дает одол махил. Дал я хаберткел, хоуши ладугот ез, вы хоуши тешбехин, ардела дат свой дорбой, цена ню. Дал дикни кулитин, дал я хаберткел, дал хоуши дезер дашер лойлвой, дал вой новчухом пейда кулитин, дал я хаберткел, шей вистхал, побежу шлушу. Последнее слово Бухша тебе и выключай тогда. Бухша, что вы думаете? Ну, я думаю, что чеченский народ просыпается, чеченский народ начинает осознавать все, во что его вовлекают вот эти разные идеологии. И чеченский народ, он намного умнее и намного выше всего того, что ему приписывают. Амин. Булат, цехеш тедуцун, хайпоргат, хайдош, хайици, чахда хамла. Авелла сомлаурак, асем хагу, дерес хил бардук, вама вав. Айн самагат дайта. Дал вочх, дал алшвойл. Азмит, овист пуршове, чосан швоин. Ешма бойла. Далее тубошу гентиши. Асере бойлвай, ценч хуманте, ценч нуке, мелвечун дал, эту бодал, я хаберткел. Иш там кузахин шварт бук энти бисткульша, кибеш халифар, бухчар, кибеш тибет мушбу, нисонте, ценонте, вой хамсам душу, шварт энти, яри, тегри, зудри, бахканав, мет бойла, сам бойла, бойла, нохчи гук, ледерцадитан, нохчи хум, хала, нохчи культури, истории. Вой гил, гул, вой ламас, вой ваш, один, хинсвай цнича, шварт диц, нахбу, болшбу, цунавой дахпиде, дойквайрвай, йоухи, цундервай, ажим паргат дойла, ажим садашду, Abhaschdu, Human Tidem Berschdu, Tülschdu, Dal Jahbertkür, Dal Sidor, und Bistrulche, Massera, Dal Alschwalisch, Dal Lerboil, Zin, Zuma, Uchbalcha, Dal Dürbutil, wo noch schon omjuta.
Semak boş, Herekli boş, Düğünal boş, Nofçı Duak boş, Zud vek, Tek vek, Ya vek, Kent vek, Dağıt ya habert köyeli mesela. Hadi köy şu marş var. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber.